Сегодня мы поговорим о людях, которые безвозмездно помогают другим овладеть базовым набором знаний и навыков в сфере финансовой грамотности. Их больше 5000 по всей стране, а объединяет их всех одна цель. Она заключается в том, чтобы финансово грамотных людей становилось больше с каждым днем. Сегодня мы поговорим о финансовой грамотности и о тех, благодаря чьим усилиям финансовая грамотность становится доступнее и понятнее. Ведь это не просто модное словосочетание, а жизненно важный навык в современном мире. Но кто и как учит россиян управлять своими финансами? А главное, кто стоит у руля волонтерской работы в сфере финансового просвещения? Вот об этом мы и поговорим сегодня. Сегодня я расскажу вам о деятельности Ассоциации развития финансовой грамотности. Это организация, которая стоит на передовой этого просветительского фронта. Именно АРФГ координирует работу тысяч волонтеров, создает образовательные программы для всех возрастов, от школьников до пенсионеров, и ее главная задача сделать так, чтобы каждый гражданин мог уверенно принимать финансовые решения, защищать свои права и повышать тем самым свое благосостояние. Давайте узнаем, как эта масштабная работа устроена изнутри. Здравствуйте, Ирина Алексеевна. И сразу первый вопрос. Часто говорят, что финансовая грамотность россиян растет, но если оценить по 10-бальной шкале, какую оценку вы бы поставили нам, среднестатистическим гражданам сегодня? И с какими двумя-тремя главными денежными проблемами мы сталкиваемся чаще всего? Оценку по баллам здесь почему достаточно сложно. Потому что существуют разные целевые группы в разных регионах, в разных территориях, удаленно это регион, либо это какой-то большой город, достаточно серьезно идет распределение по уровню финансовой грамотности. Что важно понимать? Финансово грамотный человек – это не тот, кто знает все всегда и наперед. Финансово грамотный человек – это тот, кто понимает четко: это я знаю, это я слышал, но сомневаюсь, а вот это я никогда не слышал, и если мне придется с этой ситуацией столкнуться, я знаю, где мне получить достоверную информацию, которая не от мошенников, которая не манипулирует, ничего не продает, а именно базовая достоверная информация. И как раз вот с тем, что люди что-то слышали, и им кажется, что они знают, и связана большая часть проблем в сфере финансовой грамотности, ну и личных финансов, так скажем. Во-первых, это, конечно же, мошенничество. Очень многие люди ведутся на то, что им обещают какие-то якобы государственные льготы, либо гарантированные доходы, и думают, что это действительно базово и доступно. Это первое. Второе – это, конечно, закредитованность. Очень большая закредитованность населения, и эти деньги идут не на то, чтобы повысить качество своей жизни, а на какие-то, вот, может быть, даже импульсивные покупки. И третья проблема: практически мало кто занимается личным финансовым планированием не здесь и сейчас, а хотя бы на среднесрочную или долгосрочную перспективу. Вот это, конечно, достаточно серьезная проблема, которая мешает нам управлять качеством своей жизни. Ассоциация развития финансовой грамотности работает уже много лет. Как эволюционировали ваши задачи? Если раньше нужно было объяснять азы, что такое депозит или кредит, то на что направлены усилия сейчас, в более сложных экономических условиях? Расскажите нам, пожалуйста. Ассоциация развития финансовой грамотности создана Банком России и ведущими финансовыми организациями как некоммерческая организация как раз для того, чтобы способствовать финансовому просвещению населения всей нашей большой страны. И действительно, задачи сначала были выявить какие-то интересные практики, проекты, поддержать их, масштабировать и найти тех людей, которые, в принципе, готовы на безвозмездной основе, без рекламы и продаж, заниматься финансовым просвещением. И когда в 2021 году первый раз мы собирались на форуме волонтеров финансового просвещения, мы дискутировали о том, что, в принципе, может ли быть добровольчество в этой сфере. Сейчас уже никому не нужно ничего доказывать. Интеллектуальное волонтерство в сфере финансового просвещения – это тренд во всем мире и зарекомендовавшее себя движение в нашей стране, но мы идем дальше. И наша задача сейчас не только в сфере финансового просвещения углублять знания людей, хотя мы с вами прекрасно знаем, что реализуем стратегию 2030, и там как раз говорится о том, что нужно переходить от финансовой грамотности к финансовой культуре.
Что это значит? Это значит, что важно не просто знать и уметь, но еще и применять это в действии каждый день в своих личных финансовых привычках. Но при этом мы еще работаем, опять же, с масштабированием больших проектов сейчас, и инициативных, и институциональных, и работаем над тем, чтобы наши волонтеры-активисты на местах и являлись, и становились лидерами мнений. Иначе ценности и привычки доносить до населения будет не так просто. Ирина Алексеевна, Ассоциация развития финансовой грамотности работает по всей стране. Во многом эту работу обеспечивают волонтеры. Скажите, кто эти люди, которые бесплатно учат других финансовой грамотности? И в чем, на ваш взгляд, их главная мотивация? Волонтеры финансового просвещения по всей нашей большой стране действительно зарегистрированы на портале Ассоциации развития финансовой грамотности. Все регионы охвачены, но, конечно, активисты есть в ряде регионов. И здесь достаточно серьезно помогает созданная при нашей поддержке сеть ресурсных волонтерских центров в сфере финансового просвещения, в 21 регионе созданы, а также сеть региональных кураторов. И это как раз те люди, которые знают и понимают не только, как проводить мероприятия по финансовому просвещению, но и умеют организовать других. Потому что, знаете, очень сложно из одного города, даже если это столица нашей страны, курировать, помогать, развивать движение волонтеров финансового просвещения, если нет заинтересованных активистов на местах. И, конечно, такие люди есть. В чем их основная мотивация? Мы не придумали волонтеров финансового просвещения. Мы помогли им объединиться в сообщество и помогаем им развиваться, и сами каждый день вдохновляемся той работой большой, которая проводится. И это люди действительно, с одной стороны, энтузиасты, и которые приходят в эту сферу не зарабатывать на финансовой грамотности и на том, чтобы продавать какие-то продукты. Это не запрещенная деятельность, но это отдельно, не добровольческая, не волонтерская. Но это те люди, которые мотивируются изнутри своим желанием помогать людям, с одной стороны, а с другой стороны, мы максимально стараемся поддерживать этот энтузиазм. Ведь какой бы он ни был, если у тебя нет поддержки, легко выгореть. Поэтому у ассоциации существует такая система преференционной поддержки. В 2025 году мы ее перезагружаем, и она будет еще более доступна людям, начиная с 2026 года. Поэтому приглашаем присоединиться к движению волонтеров финансового просвещения, если вам это интересно. Какой вклад волонтеры вносят в общее дело? Можете ли вы оценить масштаб, сколько у вас активных волонтеров, сколько людей они ежегодно просвещают? И как ассоциация их поддерживает, обучает ли, предоставляет ли материалы? Нам будет очень интересно. На нашем портале Ассоциации развития финансовой грамотности зарегистрированы десятки тысяч волонтеров. Но мы прекрасно понимаем, что есть разница между тем, чтобы зарегистрироваться и быть потенциальным волонтером, и вести активную деятельность и информировать ассоциацию об этом. Для сравнения, наша ассоциация является федеральным членом ассоциации «Добро РФ». Это такая основная организация, которая развивает добровольчество по всей стране всех направлений. Так вот, у них на портале сейчас зарегистрировано более 9 миллионов человек, и постоянно говорится о том, что не хватает для того, чтобы реализовывать задачи, в том числе национальных приоритетов, национальных задач больших, которые стоят перед нашей страной. Так вот, активные волонтеры финансового просвещения у нас на сайте, их порядка 12 тысяч. Во всех регионах, как уже сказала, присутствуют, в том числе в исторических территориях. И основные направления мотивации здесь, с одной стороны, действительно очень большой блок обучения, причем как от Ассоциации развития финансовой грамотности, так и от наших партнеров, Корпоративный университет Банка России, ведущие финансовые организации и нефинансовые тоже. Это то обучение, которое предоставляется волонтерам абсолютно бесплатно. 4 раза в год мы проводим программы повышения квалификации с выдачей удостоверения установленного образца. Для волонтеров это бесплатно. Мы в бесплатном формате работаем для волонтеров. Но и нам очень важно, чтобы они повышали свой профессиональный уровень не только в сфере финансового просвещения, но и как выступать, как подготовить презентацию, как уметь донести до разных целевых аудиторий важные ценности и смыслы. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть поддержка и ресурсная, здесь есть и грантовые конкурсы, и конкурсы, которые, может быть, не дают непосредственно финансы, но они тоже ресурсные.
Например, 2 года мы проводили для молодежи, для ребят-старшеклассников конкурсный отбор для участия в смене в океане, и как раз смена была по волонтерам финансового просвещения. Здесь еще есть, конечно, преференционная программа поддержка в виде благодарностей, грамот, писем на имя руководителей органов исполнительной власти для того, чтобы подсветить, как замечательно работают наши сообщества, которые на местах. Ну и сообщество федеральное, вот здесь, наверное, одно из основных мер поддержки здесь и сейчас, которое вот доступно каждому волонтеру, это там, где можно задать вопрос, пожаловаться, пошутить, и знаешь, что тебя поддержат всегда и откликнутся. И у нас, например, сейчас на мероприятии, например, региональные спикеры находятся в течение там 1-2 дней, хотя раньше уходила, может быть, неделя, чтобы связаться. Поэтому сообщество, конечно, это такая основная технология поддержки энтузиазма у наших добровольцев. Волонтеры наверняка одними из первых сталкиваются с новыми видами мошенничества в полях. Какой самый частый или самый новый сценарий мошенничества они сейчас отмечают в беседах с людьми? И как их силами удается доносить информацию о безопасности до самых уязвимых категорий граждан? К сожалению, противодействие мошенничеству в сфере финансового просвещения – это одна из центральных тем. Почему, к сожалению, ну, мы бы лучше тратили это время, чтобы людям рассказывать, как выгоды получать абсолютно легально и спокойно, и как пользоваться для себя, для своих целей финансовыми инструментами и услугами, и как личными финансами управлять. А нам приходится рассказывать как раз о мошенничестве. Действительно, сейчас схемы мошенничества растут, как грибы после дождя. Вот в свете того, что сейчас новогодние праздники, очень много приходят людям уведомлений, пенсионерам особенно, да и просто, что вам положены какие-то подарки, вам положены выплаты. Там президент каждому пенсионеру пообещал там 5000 рублей, дайте данные карты и так далее. То есть важно очень помнить, что здесь мошенники пользуются абсолютно методами социальной инженерии и влияют на самые такие, знаете, струны души людей, когда ты действительно понимаешь, ну, ты достоин вот отметки, да, чтобы президент тебя поблагодарил таким образом, или где-то в новостях проходят новости, что обсуждается возможность премирования, и мошенники тут же этим пользуются. Поэтому, когда мы говорим с населением о финансовом просвещении, с разными целевыми аудиториями, особенно со взрослыми, конечно, не с пожилыми, а именно взрослые работоспособные люди. Так вот, мы практически перестали рассказывать, как работают мошенники схематично. Еще раз повторюсь, схемы, они просто мутируют постоянно, как вирус. Но мы говорим о том, как работает социальная инженерия, на какие триггеры мы можем вестись, как наши собственные когнитивные искажения помогают мошенникам, что мы на эти крючки попадаемся. То есть мы учим людей сейчас не конкретным распознаванию конкретного метода мошенничества, а именно в принципе методом работы мошенников, как на них не попадаться самим. Что у нас в душе заставляет откликаться нас на все это. Это с одной стороны. Ну и, конечно, то, что сейчас острая тема, это мошенничество, связанное со сделками с недвижимостью. Мы прекрасно видим, какой сейчас резонанс общественный получила эта тематика, и надеемся, что скоро на заседании Верховного суда это, конечно, будет каким-то образом разрешено для того, чтобы не создавались прецеденты, которые помогают мошенникам, и здесь ну, такая большая стоит задача. Вот, поэтому здесь что хочется посоветовать. Пожалуйста, обязательно надо включать голову. Надо 10 раз перепроверить, если есть возможность у кого-то спросить, уточнить, посоветоваться. В крайнем случае присылайте нам вопросы, все контакты есть на сайте РФГ, мы обязательно ответим. И дайте себе время подумать, потому что мошенники всегда пугают и торопят. Торопят и пугают. Вот здесь ну, такая вот ситуация. По поводу проектов, которые ОРФГ совместно с партнерами по противодействию мошенничеству, ну, первое, это, конечно, волонтерское движение, это как раз волонтеры, которые постоянно рассказывают, на что обращать внимание, чтобы не попасться на уловки мошенников, и как себя потом вести, потому что люди считают себя виноватыми и даже не пишут заявление в полицию. Ну, то есть многие не знают, а как себя вести, если твои госуслуги, например, взломали. И вот здесь мы тоже постоянно об этом рассказываем.
При этом есть комплексный проект Ассоциации развития финансовой грамотности, куда входят в том числе все поддержанные нами проекты в сфере противодействия мошенничеству. Это «Нет мошенникам», который стал лауреатом премии «Знания» в 2023 году. И, конечно, не могу не упомянуть два крупных проекта. Это проект «Мошеловка», который мы поддерживали несколько лет, и это совместно с ОНФ. Действительно, сайт там замечательный, зайдите, посмотрите, и там очень много кейсов, конкретных советов, и туда есть кнопка «Сдать мошенникам». А еще проект, который не про отдельное направление мошенничества, это про финансовые пирамиды, проект «Стоп пирамида», мы тоже его поддерживали, и здесь как раз-таки видеорасследование от журналистов, каким образом, какие признаки финансовых пирамид можно выявить, и даже если еще суд не признал, что это организацию финансовой пирамиды, хотя за последние 3 года 10 тысяч финансовых пирамид выявлено, представляете, только официально. Так вот, наши журналисты проводят расследование о том, что, да, вот здесь, например, там из 5 признаков финансовых пирамид от Банка России 4 присутствуют, будьте внимательны. То есть мы учим таким образом людей критическому мышлению. Вот здесь, наверное, два таких основных момента, ну и комплексный проект «Нет мошенникам». Вы часто сами проводите мероприятия. Какой самый неожиданный или самый сложный вопрос от слушателей был задан вам? И что это говорит нам о главных пробелах в финансовых знаниях людей? Я действительно очень сама активно занимаюсь просветительской, волонтерской деятельностью. С одной стороны, ну, люблю это, я тоже волонтер. С другой стороны, мне очень важно понимать действительно, как люди реагируют, как реагируют разные целевые аудитории, чтобы еще лучше выстраивать процесс и обучения, и взаимодействия в нашем сообществе, и помогать волонтерам в разных регионах. Самый, наверное, частый вопрос, когда человек приходит, например, на мероприятие по финансовому просвещению и ждет, что ему расскажут, как ему заработать дополнительно, а мы начинаем говорить о том, что там начни с личного финансового планирования, начни с того, что ты считаешь свои деньги. И вот здесь бывают такие вопросы: вот, у меня там пенсия по инвалидности такая-то, а как вот мне, а вы рассказываете, как мне тут финансовую подушку сохранять. И смотрите, основная проблема в сфере финансового просвещения: людям кажется, что если у них слишком маленькие доходы, то они не могут ничего делать, а другие, у которых достаточно доходов, которые могут, ну, тратить, так скажем, не сильно задумываясь, они тоже считают, что они могут жить, ничего не планируя, у них и так все нормально. Так вот, у тех, у кого все плохо и, например, нет даже возможности заняться дополнительной какой-то подработкой, мы начинаем все равно просчитывать: хорошо, небольшая пенсия, а давайте начнем там 100-200 рублей откладывать на подушку безопасности. Ведь мы же эти деньги зачастую тратим, ну вот как сквозь пальцы. 100-200 рублей – это, ну, абсолютно маленькая сумма. Но при этом, когда начинаешь считать, что вот если эти деньги пойдут на накопительный счет, да, там сначала небольшой процент, потом накопление, и смотрим, к концу года уже хоть какая-то сумма, например, там на лекарства в случае внезапного заболевания есть, и у людей меняется вот это вот мнение в голове, и они начинают видеть, что действительно какие-то возможности есть даже в этой ситуации. А когда касается людей с достаточно большими доходами, мы начинаем тоже рассчитывать, бывает же, что ты не управляешь деньгами, они идут направо-налево, и в результате сейчас у тебя хороший уровень качества жизни, но когда ты через какое-то время выйдешь на пенсию, у тебя пенсия будет вот такая, а ты ничего не накопил, ни через ПДС, ни через другие инструменты, и у тебя уровень качества жизни резко упадет, а ты будешь к этому готов. И вот здесь, конечно, тоже самое главное, что все наши барьеры – это у людей в голове, у нас с вами в голове. И очень важно показывать и другим, и самому себе, как можно в этих ситуациях улучшать свое собственное благосостояние, то есть не чье-либо, а именно помогать себе. Ирина Алексеевна, предположим, наш зритель, посмотрев это интервью, тоже захочет стать волонтером финансового просвещения. Что ему для этого нужно? Какие знания, навыки и куда обращаться? Расскажите, пожалуйста. Итак, если вас хотя бы потенциально интересует эта тема движения волонтеров финансового просвещения, первое, что нужно сделать – зарегистрироваться на сайте Ассоциации развития финансовой грамотности.
в личном кабинете нажать кнопку «Присоединиться к команде волонтеров» и пройти путь волонтера. Ну, это пройти базовое обучение, базовый курс волонтеров, который вас погрузит, в принципе, в систему финансового просвещения и движения волонтеров финансового просвещения у нас в стране. Он самый такой простой, базовый для того, чтобы понимать, как действует вся система и что могут делать волонтеры. Это первое. Далее вы получите в личном кабинете кнопку «Присоединиться к клубу волонтеров финансового просвещения». Это то самое сообщество, где у нас сообщения, поддержка, новости, анонсы, мем по выходным и так далее. При этом советую еще на сайте ассоциации посмотреть карту региональных кураторов. Дело в том, что именно там представлены активисты, они не во всех регионах присутствуют, но тем не менее в Якутии есть. Как раз посмотреть, кто у вас региональный куратор в регионе и связаться с ним для того, чтобы подключиться к обучению и мероприятиям у себя в регионе, если это доступно. Ну и, конечно, отслеживать новости и грантовые конкурсы, и другие конкурсные мероприятия, в том числе партнерские, которые мы проводим, и с Всероссийским обществом знания, и с Росмолодежью, и с Движением первых, и с Ассоциацией Добро, подключаться к этим активностям. Очень многие доступны в гибридном или онлайн-формате. И, конечно, заполнять дневник волонтера у нас на сайте, чтобы не только вы приносили добро людям, но и чтобы мы об этом знали и могли рассказывать. И как раз, знаете, одно из таких направлений, мы продвигаем каждого активиста, который к нам приходит со своей информацией, потому что продвижение личного бренда волонтера, который приносят добро и очень правильные вещи делают, это наша большая задача. И подводя итог, какой один главный совет от вашего сообщества волонтеров вы бы передали каждому зрителю? В чем, по их общему мнению, заключается основа финансового благополучия? Замечательный вопрос. Дело в том, что есть понятие благосостояния, а есть понятие благополучия. Так вот, благосостояние – это конкретно измеримо в цифрах, а благополучие – это внутреннее ощущение. Так вот, невозможно быть финансово благополучным, если ты не управляешь своими личными финансами, а для этого надо их считать, анализировать, понимать, и не для того, чтобы расстраиваться, что много там на маркетплейсах потратил, а для того, чтобы делать выводы, как лучше дальше управлять своими финансами, чтобы достигать своих личных жизненных целей. Так вот, здесь как раз-таки главный совет. Управляйте своими личными финансами. Пусть та финансовая грамотность, которая у вас есть, будет в действии. Это первое. И второе. Пожалуйста, не ведитесь на предложения в интернете. Перепроверяйте информацию. Изучайте сайты Ассоциация развития финансовой грамотности, сайт Банка России, Финкульт-Инфо, сайт НИФИ Минфина, Финзош. И здесь очень важно, чтобы мы понимали, что именно на этих сайтах информация, которая не манипулятивная, не рекламная и не от мошенников. А уже потом изучайте, как можно превращать свое благосостояние для того, чтобы иметь финансовое благополучие, внутреннее ощущение, которое позволяет нам жить с оптимизмом и приносить пользу обществу в семье, в жизни, в работе. Благодарю вас за интервью, Ирина Алексеевна. Теперь наши зрители узнали о деятельности Ассоциации развития финансовой грамотности, а главное – о волонтерах. Возможно, благодаря этому выпуску в наших рядах волонтеров станет еще больше. Спасибо большое за внимание, спасибо за приглашение. Мы очень любим выступать в регионах и очень любим, когда у нас есть вот такая замечательная информационная связь. В Якутии делаются большие дела в сфере финансового просвещения, реализуются значимые проекты, в том числе и в медиасреде. И за это отдельная благодарность. Всем желаю крепкого здоровья и финансового благополучия. До новых встреч! Спасибо вам и до новых встреч!